Yeni gün programının sırasında olacak güzel bir konuşmamız hangisi geçirecek bizi böyle bir ince sanat предметine hangisi adlanır история. И добро пожаловать на увлекательное занятие по истории, где прошлое оживает, а каждый урок становится настоящим путешествием во времени. Ведет курс молодой харизматичный преподаватель, который разрушает все стереотипы о скучной истории и превращает каждый урок в спектакль, дискуссию или квест. Так или не так, сейчас с нами поделятся своими и эмоциями, и знаниями, и той интересной жизнью, которую они получают на своих уроках истории, получали в течение этого года ученицы лицея имени Михаила Тузлова села Кирсово и ученица 11 класса также лицея Молодотурецкого имени Сулеймана Демиреля села Кангас. А преподавателем во главе, конечно же, находится Виктория Федотова, учитель истории, которая ведет данный предмет в этих двух лицеях. Доброе утро! Доброе утро! Ну, в первую очередь хочу вас поздравить с наступившими каникулами. Летом Спасибо. 2025 года учебный год остался позади. Конечно, конечно же, к сожалению, да. Ну, не каждый ученик так скажет, так ответит. Но если учитель говорит и учащийся, то это похвально, потому что жаль расставаться с предметом, жаль расставаться со своими учащимся и преподавателем на короткое время. Ну что, очень хочу тоже поприсутствовать на уроке истории. Слежу за публикациями и каждый раз вижу, что вы активными участниками являетесь. Ну, во главе с преподавателем учащиеся посещают музеи, театры, спектакли, экскурсии по нашей Молдове, участвуете в проектах, выигрываете и... Ну и, конечно же, на практике мы это сейчас видим. Наша студия оборудована историческими фрагментами, о которых вы тоже нам расскажете. Но первый вопрос, Виктория Викторовна, к вам. Что делает ваши уроки особенными? Как вы подходите, насколько творчески надо подойти преподавателю к своим предмету, чтобы заинтересовать детей, вовлечь так, чтобы они сказали: жаль, что мы уходим на каникулы? Вы знаете, наверное, вот этот вопрос нужно задать ученикам, а не мне, потому что я готовлюсь, я прихожу, естественно. Все бывает, что рождается спонтанно на уроках, просто моментом, какая-то тема, какая-то дискуссия, какой-то вопрос, и поехала. Очень важно вот видеть, ловить их настроение, понимать их. То есть, если я вижу, что они уставшие, и пытаться их заставить что-то делать, это невозможно. Надо поймать волну. Так, ну и теперь обращусь к нашим участницам. Татьяна Кондратова, 11 класс, Да. Молодотурецкий лицей имени Сулеймана Демиреля. Вместе с нами Ульяна Ковалева, 10 класс, лицей имени Михаила Тузлова, село Кирсово, и сестричка Элина Ковалева, 5 класс. Ковалова, прошу прощения. Исправляемся. Ну, немножечко поделитесь эмоциями и теми знаниями, которые вы получаете на уроках истории. У вас молодой преподаватель, энергичный. Вы все на одной волне, насколько я понимаю. Как проходят уроки истории? Фантастически необычные, скажу так. Я помню, что Виктория Викторовна пришла к нам в этом январе, и наш первый урок начался с того, что она сказала: давайте устройте революцию. Мне стало страшно, буду откровенно честной, потому что мне было необычно, что преподаватель, новый преподаватель, я его совсем не знаю, и разбирая тему, мы дойдем до того, что она попросит нас организовать против нее революцию. Значит, революция все-таки должна была быть настроена против преподавателя, да? Да. Что подразумевалось под этим выражением? Понимание термина. То есть мы разбирали терминологию прошлого семестра, что мы проходили: демократия, сюзеренитет, суверенитет. И дошло дело до революции. И словесно объяснить оказалось сложнее. И поэтому мы организовали в классе: ты предводитель революции, ты будешь сейчас
ее возглавлять. Это был такой интерактив, очень необычный опыт. Так что знакомство прошло довольно интересно. Такой метод, он имеет современный подход к Он учащимся? завлекает. Сначала кажется очень непривычным, но потом ты включаешься, и это опыт очень интересный. Это незабываемый опыт. Я про эту революцию буду помнить еще долго. Вот так вот запомнились Да, дети? ну, результат. Результаты есть. Конечно, да. результат. Результаты есть какие? Это знания, это итог? Это знание. Второе место в региональной олимпиаде по истории всемирной и румынской. И это показатель. Я побывала впервые на республике, учитывая то, что я впервые участвовала на олимпиаде по истории в этом году. И все было сделано под руководством Виктории Викторовны, то есть готовила меня она. И для меня это было очень необычно и удивительно. Учитель, который вдохновляет. Именно так вы назвали свой видеоролик, который Да. подготовили, и где, конечно же, являетесь и вы, и ваши одноклассники, преподаватель главными героями. Да? Девочки, прошу прощения, прежде чем к вам перейдем, этот ролик обязательно надо посмотреть. Каждый из нас хоть раз в жизни встречает человека, который меняет все. Для меня этим человеком стала она. Теперь подняли на меня глазки. Наш второй семестр начался с новости о том, что в лицее появился новый преподаватель истории, который стал нашим новым классным руководителем. И на тот момент никто не знал, чего можно от нее ожидать. Бегают, занимаются спортсмены мои. В белых брючках, в белых рубашечках. С первого дня она не была похожа на других. Высокая, с ярко-красными волосами и блеском в глазах. Она начала наш первый урок со словами «Давайте устроим революцию». Чего? Вот и что с этим делать? Дачу Ляндру, покажите билетики. Она не просто ведет уроки, она ведет нас по жизни. Каждый ее рассказ – как путешествие. С ней мы побывали на экскурсии в Сороках. Познакомились и открыли для себя настоящий театр. Теперь мы не пропускаем ни одной постановки. Посетили галереи, фестивали и концерты, музеи, и даже увидели работу общественной телекомпании ГРТ изнутри, где попробовали себя в роли дикторов и корреспондентов. А еще она является талантливой и выдающейся ремесленницей Гагаузии, чьи украшения прославились далеко за пределами родного края и украшают образы известных людей нашей страны. Мне посчастливилось перенять у нее не только мастерство, но и искреннюю любовь к этому искусству. Смотри, это я сама сделала. Благодаря ей за очень короткий период я не просто полюбила историю, но и заняла второе место на региональной олимпиаде, побывала на республиканской, участвовала в научно-практической конференции и в конкурсе творческих работ от педагогического университета имени Крянга. Она поддержала меня в самые трудные моменты и всегда верила, даже тогда, когда я сомневалась. Я решилась и участвовала в предвыборной гонке на должность президента лицейской думы. И победила в ней. И на это все вдохновила меня она. Виктория Викторовна, спасибо. Мне нравится. Она не просто учит, она зажигает огонь. Сегодня я знаю, кем хочу быть. Я хочу быть, как она. Правильно, вы у меня самый. В переводе с латинского ее зовут Победа Победовна, а по-нашему Виктория Викторовна. Она
учитель. Она художник. Она вдохновение. Спасибо вам за то, что вы есть в моей жизни. Умничка, садись. Ну что, посмотрели, посмеялись и еще раз вдохновились, да? Да. Татьяна, ну, вкратце или в целом вы рассказали об этом видео все о своем преподавателе? Да, весь ее вклад. Весь? Мы- Только Или малую что-то часть. осталось за кадром? Только малую Что-то часть. осталось за кадром. За кадром осталось то, что мы все-таки заняли место за этот видеоролик. У нас есть 4-е поощрительное место из 55 участников. Это очень хороший показатель, мне кажется. Это было оценено Ага, где проходило в мероприятие? Кишиневском государственном педагогическом университете. Задачи и вообще, если в целом Госуниверситете. сказать, да, о мероприятии, конкурсе. В целом конкурс довольно интересный. То есть очень многие формат видеороликов, они были такого, знаете, Серьезного характера. То да. есть цель мероприятия вот этого была продвигать профессию, педагогическую профессию среди старших классов, 10, 11, 12 классы. И при помощи вот видеороликов о профессии, о любимом педагоге, ну, сюрприз удался. И результат тоже удался. Да. Все ролики были достаточно, даже, можно сказать, пафосного характера. Конечно, понятно, что про педагога нужно говорить аккуратно, с уважением. Да. Но то, что сделала Таня, мне очень понравилось. Это был сюрприз, и это не так, как у всех. Наш главный принцип, девчонки не дадут соврать, не как все. Выделяться из толпы. Всегда. И всем. Поэтому при подготовке была ставка на то, что Виктория Викторовна оценит, потому что отсутствует какой-то вот пафос, серьезность и общий план. Есть конкретные эмоции. И мне кажется, эмоции, они цепляют, и поэтому у нас получилось что-то занять. Мгм. Насколько я поняла, были отрывки видео, снятые на уроке. Да. Наверное, во время перемены. Там вид с окна был, да? Где-то видео начинается, вы за сиренью, за кустами сирени находитесь, да? И вот такой вот творческий подход, это в вашем стиле или это тот стиль, который вы переняли у преподавателя? Мне кажется, Творческий. эта часть также была перенята у Виктории Викторовны, потому что изначально, когда я планировала съемку, я думала, что это тоже должно быть пафосно и красиво. Вот просто вот общие планы школы, проведение серьезных уроков. А потом я поняла, что в этом нет смысла, потому что это не отражает ее характер совершенно. И поэтому мне понравился результат, и мне понравился процесс, и это главное, мне кажется. Даже мы, прежде чем отправить видео на конкурс, естественно, мы должны были спросить, ну, не спросить разрешения, но об этом согласовать, да, с руководством. И Софья Ильинична Панаитова, директор. Софья Ильинична, вот есть... Ну, это баловство, понятно, что это баловство, но это так видит ребенок, да, как быть? Отправлять, конечно. Мне вот нравится, что Софья Ильинична, она вот тоже за любой такой вот нестандартный подход. И вот... Мы очень волновались, мы переживали, потому что мы видели, какие лицеи участвуют, какие ролики, уровень у роликов. Там были профессиональная съемка, съемка с дронов. То есть, ну вот, 4-е поощрительное, это даже лучше, чем 1-е. Это успех, да. Чем же все-таки вдохновляет вас ваш преподаватель? Настроем. Вот изначально настрой, который она вкладывает, это очень заряжает. То есть она приходит на урок с улыбкой, с хорошим настроением, и этот урок также энергично проводится. И все, тебе уже хочется сворачивать горы. Ты уже не можешь просто сидеть, ты уже заряжен, ты уже готов действовать. И вот начиная с этого, а потом уже которые знания и как она их преподносит, это дает свои плоды. Виктория Викторовна часто ли уходит без настроения? Приходит с настроением, но уходит без него к таковому, потому что у ребят нет настроения, или кто-то не подготовился к уроку, или кто-то испортил это настроение? Знаете, у нас, даже если изначально у нас не было настроения, после ее уроков настроение есть у всех. Будем честными, да. И если где-то между в середине урока может произойти что-то, что у кого-то оно упадет, то к концу урока все равно все выходят заряженные и счастливые. Вот я сейчас вижу пример, когда не просто учитель и ученица, да, а подруги. Да, очень теплые взаимоотношения, я это безумно ценю.
Улыбаются, значит, да, наверное. Ну, наконец-то улыбнулась Елена нам. Ну и что, перейдем непосредственно к вам. 2 сестрички, 2 красавицы, 2 успешные ученицы лицея. Ульяна, у вас преподает гражданское воспитание. Непосредственно Виктория Викторовна. Виктория И развитие Викторовна. личности тоже она. А историю ее мама Ирина Афанасьевна. Поколение в поколение все передается. Вот, уже вижу улыбку на вашем лице. Когда человек о другом человеке говорит, и это вызывает у него эмоции, улыбку, и глаза светятся, значит, вы друг друга... Значит, я не вру. Значит, не врете. Пусть так будет. Ну, первый ваш урок с молодым преподавателем и самое запомнившееся в этом учебном году. Я помню. Ирина Афанасьевна достаточно строгая учительница, и мы думали, что Виктория Викторовна будет такой же. Мне в 1 сентября было страшно садиться. Не то, что страшно, просто мне не хотелось садиться за первую парту. Но я решила, взяла свою подружку, мы сядем за первую парту. Первое задание было написать про себя, как ты себя видишь в будущем, что ты делаешь, чего ты хочешь добиться. И Виктория Викторовна подошла к этому немного с другой стороны, нестандартной стороны. Она не написала «хорошо», «молодец», я помню ее слова. «Молодец, так держать, активничай, у тебя все получится». И действительно у меня получилось, благодаря ей, множество конкурсов. В одном конкурсе выиграли, она мне пишет то, что вот мы победили, есть еще один конкурс. Хочешь? Да, давайте, хочу. И вот так оно все течет, течет, и я сама не понимаю, как я вот выполняю, участвую и побеждаю. Это заслуга преподавателя? Непосредственно, потому что я раньше, когда участвовала в конкурсах, допустим, написать сочинение, да, и я писала исключительно вот как я знала и как я думала. А Виктория Викторовна предложила внедрить туда данные опроса. Я создала собственный опрос в Google форме, разослала всем своим знакомым со своего лицея. Виктория Викторовна помогла, были участники с Кишинева, с Турецкого лицея. Потом, объединив все эти данные, мы внедрили его в наше сочинение. Вот оно называлось «Критическое мышление. Ты человек разумный, думай и анализируй». И мы заняли 1 место. Это было по региону нашему, также была взята и Итраклия, и мы заняли 1 место. Изначально, когда я отправляла свою работу, я не рассчитывала ни на что, потому что сочинение, да и сочинение... Каждый может взять искусственный интеллект и написать такое же сочинение. И когда мне Виктория Викторовна говорит, у тебя 1 место, у меня глаза вот такие, Мы вау! знали про места на месте, мы ехали на награждение. В нашего лицея ехало 7 человек. 5 было работ, которых я курировала непосредственно. Это были работы детские, это были рисунки, видео, сочинения, стихи даже были. И мы берем практически 2 первых, 1 второе, Да. и 1 тоже поощрительное место. То есть уехали все с подарками, с призами, когда называют Кирсово лицей, Кирсово лицей, Кирсово лицей. Я такая, у меня места нет, у меня места нет. Я говорю, подожди, ну тебя еще не назвали, может у тебя там хотя бы тоже там, ну поощрительное будет. Это 1 место, Ульяна. Эти глаза, это счастье. У нас сегодня только Кирсово в призоверах. Это было настолько первые эмоции, первый конкурс и первые победы. Вот, после этого... началась... Наша история продолжилась. Действительно, я помню, как я сидела за этим столом. Там была еда на столе, девочки сидели рядом со мной. Тут одна встала, другая встала. Смотрю, все, поощрительно объявили. 3 объявили. 2 объявили. Думаю, ну все, вообще никуда не пошло. И тут 1 единственное 1 место награждается Ковалова Ульяна. Я встаю, у меня вот так руки дрожат. Я видео в тот момент обрезала, чтобы не думали, что я такая сентиментальная, но все было хорошо. Тем не менее, так есть. Мы сейчас тоже это увидим. Да. Единственное 1 место в категории текста это эссе и стихотворение вручается Ульяне Коваловой. Ульяна, вы большая молодец. 1 место, это круто. Далее. То, что начиналось как шалость, оно имело конкретный результат. И, ну, как шалость. Мы давайте попробуем, давайте попробуем. И это были такие эмоции, причем детские эмоции, подростковые эмоции, так скажем. Ну, да, это не дети, это уже взрослые люди. И эти вот искренние, абсолютно горящие глаза,
Да, все. Мы на этом не остановимся. То есть предложение, согласие и упорно идти к поставленной цели, вот такие вот результаты преподносит, да? Это не было больше как, вот есть конкурс, будешь участвовать. Будешь? Хочешь? Я не хотела говорить нет. Вот у меня, если были какие-то другие конкурсы, я думала, блин, а может не надо, а может надо. Но когда я знаю то, что преподаватель настроен, вот в любое время я могла написать, отправить работу. Всегда со мной были на связи, всегда помогали, наставляли. Я очень благодарна. То есть преподаватель играет важную роль, да? Да. В том, насколько ребенок раскроется, насколько он доверится, насколько он поверит в себя, Да. и насколько он не побоится попробовать свои силы Действительно. и принимать участие в разных мероприятиях. Значит, надо пробовать, да? Конечно, вот мы с Викторией Викторовной, я знаю, точно уверена, мы с ней участвовали в 3 конкурсах. Во всех 3 у нас есть места, и не поощрительное, 1-е, 2-е. И сейчас мы недавно отправили еще одно сочинение на такую статью, по-моему, «Дилемма», журнал. Да, я «Дилемма», тоже Таня отправляла. тоже участвует. И я опять же составила опрос, отправила всем своим сверстникам и внедрила его в свое сочинение. Пока еще результатов нет. С 20 июня. Полноценное исследование проводится на основе опроса. То есть, причем опросник все создает, они делают. То есть я просто на контроле, чтобы это было грамотно, чтобы это было логически выстроено. Но вся работа абсолютно, это непосредственно девочки работают сами. Я рядом. Я не с ними, я рядом. Вот так вот. То есть в любой момент советом, да, а можно вот так, а можно по-другому. Так, смотри, давай мы попробуем вот так. Есть идея. И дальше они сами это все делают, они воплощают. Ну, вот и сейчас, наверное, еще один яркий пример видим того, что насколько важно, чтобы преподаватель являлся двигателем, да? Двигателем класса, двигателем желаний детей, и насколько может преподаватель подавить тот страх и дать надежду на то, что, не боясь принимать участие, участвовать и быть творческой личностью. И, конечно же, это совместная работа. Да. Преподаватель плюс ученик. Есть ли вообще на практике у вас какая-то тема, которая больше всего запомнилась со времени учебы? Безусловно. Например? Станковое ткачество. Смотрите, Виктория Викторовна занимается вот множеством различных дел. Я первый раз встретила такого человека, который и тут, и там, и там, и там. Украшения Виктория Викторовна, бисероплетение Виктория Викторовна, учитель истории Виктория Викторовна, учитель гражданского испытания Виктория Викторовна, учитель развития личности Виктория Викторовна, Виктория да, классный руководитель тоже Виктория Викторовна. Это, безусловно, очень хорошо. И еще то, что она вдохновляет учеников, и благодаря ей мы можем последовать ее примеру. Ну, допустим, мы с ней участвовали в ярмарке в Кангазе, буквально в апреле. Кангасу столы. Кангасу столы. И я увидела то, что это действительно пользуется спросом. Вот люди подходили, интересовались, спрашивали, а для чего этот камень, и они покупали это. Еще мы участвовали в проекте НПК, научно-практическая конференция, и мы там непосредственно применяли все ее она применяла свои навыки и учила меня. Я выполняла собственные работы, плела, Изделия. Бисером плела, вставляла бусинки, дополняла образы и непосредственно помогала. Мне это очень понравилось. У вас даже есть видеоматериал. Да. Эта работа, которая на этом видео, ваша? Да. Исключительно. Научно-практическая конференция. Мы участвовали, мы делали собственные продукты, делали видеоролик, чтобы было интересней. Ну что, посмотрим? Давайте. Что мы убираем в эпоху глобализации? Традиции или тренды? Мода – это просто красивое слово или символ веками несказанного? Многие ли помнят, что значили эти украшения для наших предков? Или традиции просто перевоплощаются в экспонаты прошлого? Теряем ли мы себя, забывая наши корни?
Может ли традиция быть актуальной сегодня? Или все это лишь попытка вернуть прошлое в модные рамки? Мода – это искусство или коммерция? Мода диктует свои правила. Но готовы ли мы подчиниться? Или мы создадим свои правила, объединив прошлое и будущее? Мы не просто отражение трендов. Мы – это культура, наследие и выбор, которые делаем каждый день. Будущее в наших руках. Какой выбор сделаешь ты? Ну, спасибо за видеоролики. Перенеслись и в лицей имени Михаила Тузлова, и побывали и в вашем музее, и увидели гагаузочку с красивыми... Правильно? Да, правильно. С красивым украшением, ручным изделием. Ну и самая юная наша сейчас гостья утренней программы – это Элина. Элиночка, вы в 5 классе. Закончили Да. 5 класс, обучение в 5 классе. Как у вас состоялась первая встреча с Викторией Викторовной? Что запомнилось? Начну с того, что когда Виктория Викторовна вошла в класс, все так насторожились, они были так удивлены, и все начали говорить тихо: «Кто это? Мне страшно». И Виктория Викторовна начала со слов: «Я очень злая, я очень вредная, постарайтесь меня удивить». Я прямо очень сильно испугалась, но на уроке она показала себя, мне кажется, с очень хорошей стороны. Кажется? Нет. Именно с моей точки зрения вы показали себя с самой лучшей стороны. И на дом она нам задала выучить параграф, рассказать его. Я подумала, что кто-то не будет, но я сама сказала себе что Элина, возьми за себя, все-таки новый учитель, новое испытание, ты должна это испытание пройти. Я выучила, маме рассказала сразу, пришла в школу, рассказала, и когда Виктория Викторовна сказала, что хочешь поехать на Олимпиаду, я была настолько удивлена, что вот это первый урок, она впечатлилась, насколько хорошо я показалась для нее. И когда мы поехали с ней на Олимпиаду первый раз, мне было очень страшно, потому что я первый раз ехала туда, написала я эту Олимпиаду, выхожу, рассказываю все. Она говорит: если даже не будет места, не переживай, мы все пройдем дальше. Хоть мы и не заняли это место, но это все равно было для меня очень большой опыт, и это, наоборот, зажгло во мне новую искорку, чтобы я дальше продолжала расти и учиться. Элина, Олимпиада по какому предмету? По истории. По истории. Регион? Либо Регион. Первый раз в этом году проводилась Олимпиада для 5-6 классов по истории. Ага. И впервые приняла участие, Елена? Да, потому что вот она все правильно рассказывает. Первый урок, 5 класс. Ну, нужно показать, кто в классе будет вести урок. Ага. Ну, они мне потом даже упрекали меня, что Виктория Викторовна, вы нас обманули. Я говорю: как? Говорит, вы сказали, что вы очень злая. Вы не злая. Ну, ладно. Подходит, ребенок встает, начинает отвечать домашнее задание. То есть это не просто знание, то есть я задаю наводящие вопросы. Вот гигантский, сложнейший текст, а учебники очень сложные, она рассказывает связанным текстом. То есть это меня настолько впечатлило: ты это заучивала или ты понимаешь, о чем что ты говоришь? Ну, конечно, понимаю. Я это задаю вопросы, она отвечает. Я говорю: так, Олимпиада? Она говорит: да, все. И мы дальше стали готовиться на Олимпиаду вместе. Ну, первый опыт. Да. Это мои первые Олимпиады тоже. Да. Первый раз готовила детей на Олимпиады, поэтому вот методом проб и ошибок. Успешно. Конечно. Учебники очень сложные, но Виктория Викторовна объясняет их в 2 словах. Мы записываем в тетрадку самое важное, и мы понимаем эту тему практически за 1 урок. И пройдя каждую тему, она нам дает как мини-контрольную, и там мы должны обвести правильный ответ. Все, достаточно хорошо проходило. Справляетесь? Да, справляемся. Это все-таки страх справляется? Либо это желание выучить этот предмет? Это желание выучить этот предмет и показать себя такая, какая я есть,
и достигнуть очень хороших высот. Умничка, действительно, они все умницы. Они такие молодцы, 5 классы, вот это надо присутствовать на уроках, просто надо присутствовать. Мы с ними в Египет летали, да, в Месопотамию летали, в древнюю Месопотамию на уроках истории. И маски рисовали, и фонарики клеили, то есть у нас уроки проходили настолько, я пыталась их увлечь, завлечь вот с 5 класса, чтобы им не было скучно. История — это не тот предмет, где может быть скучно. Первое эссе наше, первое сочинение про гетодаков. У меня есть ролики на страничке, где фантастика на уроках истории. Да, про мамонтов и гетодаков. Про мамонтов. Да, Про статую буревисты. Про статую буревисты. Ну, нет, ну ладно, статуя на корабле. Ты плыла, не ты, кто-то плыл. Нет, кто-то. То есть корабли, мамонты у вас все они присутствуют на вашем уроке? Они все присутствуют в сочинении у гетодаков. То есть, эта фантазия разыгралась, называется. Это были первые сочинения, пробные сочинения. И конец семестра, последний эссе про события, личность, которые вас впечатлили за весь курс античной истории. Я читала связанные тексты, интересные, грамотно составленные. Мои дети, молодцы. Ну и, естественно, база, конечно, есть у детей. База есть. Я бы с удовольствием побывала на вашем уроке истории. Я зашла только в студию, здесь вы все сами разложили. Это для меня уже получилась экскурсия в историю. Вот тут у нас крепость, тут у нас меч, щит. Колонна Трояна. Колонна Трояна. Да. Это чьи работы, девочки? Вот колонна Трояна, меч и щит — это мои одноклассницы Настя, а вот этот вот лагерь, осады, укрепления и Аттила — это мои работы. Ну, плюс вот еще у нас есть целых 2 папки проектов, рисунков, которые ученики, учащиеся, работали на протяжении года. Я их все собираю, я их храню. Здесь очень много всего, и это все под такой творчески красиво все сделано. Я хочу, чтобы вы это показали. Ну, например, пожалуйста, да, вот портрет Цезаря. Это домашнее задание, либо во время урока тоже ребята работают? Во время урока у нас были немножко другие задания. Во время урока я стараюсь объяснить параграф из книги, из учебника, потому что это достаточно сложно. Когда был опыт, мы проходили 7 чудес света, да, мы играли в карты. Да. Мы играли в карты, исторические карты на уроке. Я видела, что это их зажгло. Так, удивительно, найдите мне 10 фактов про чудеса света, которых я не знаю. И вот мы старались удивлять друг друга, кто победит. Они победили, конечно, они знают больше, чем я, да? конечно. Например, чем? У них было фактов больше, того, чего я не знаю. То есть был список мой, Так. факты интересные, были списки у них. Совпадения были? Да, было совпадение, но больше фактов интересных было у них. И дальше я такая, так, попробуем. А если попробуйте приготовить мне сделать лэпбук. И пошли лэпбуки, причем такие красивые, такие интересные. И они это рассказывают, они не читают. Это вот рассказы, они могут сами провести вам любой урок истории без меня. Они молодцы. Я восхищена, когда на защиту темы, к примеру, да, вот колонна Трояна, наследие, да, вот работа. Или вот эти вот проекты, да, это есть много нарисованных вещей, работ. Ребят, как вы это сделаете? Откуда у вас такая фантазия? Например, вот этот вот римский лагерь или Аттила, тоже удивила. Я стараюсь абсолютно вот такие моменты все снимать, выставлять в сторис, в своем профиле, чтобы все видели, как может быть, как могут удивлять мои дети. Они все мои. Самое интересное, что каждый раз в своих историях Виктория Викторовна говорит, меня уже ничем не удивить. А потом следующая история, меня опять удивили мои дети. Да. Если в целом сказать о том, какие наши дети. Вот вы непосредственно с ними работаете, да? 2 лицея, 2 населенных пункта. Насколько дети сегодня творчески подходят к учебному процессу? Смотрите, вот Ляна тоже сказала правильно. Сегодня можно выполнить любое задание любого педагога при помощи искусственного интеллекта. Оно будет без души. Оно будет просто выполнено машиной. Я стараюсь, чтобы они зажглись. Они намного умнее, чем мы. Они знают намного больше, чем мы. И они способны на такие подвиги. Я в них верю, я знаю их потенциал. Вот
лично моя задача, я вот о себе сейчас говорю, я хочу, чтобы этот потенциал только увеличился, только новые победы, новые вершины. Потому что они могут, они все могут, каждый из них. Это только три мои ребенка, у меня же их много, у меня 2 лицея, и они, каждый из них талантлив по-своему. Даже тот, кто не выполняет задания, тот, кто бездельничает, лентяйничает. Есть и такие, все, и мы были такими, естественно. Даже в них есть огромный потенциал. Я стараюсь по максимуму помочь им, помочь зажечься. Вот. А чтобы у вас это получалось, я вам желаю от всей души. Ну и, конечно, чтобы ваши учащиеся, наши дети, наше подрастающее поколение, нашей Гагаузии, нашей страны, пусть с удовольствием ходят на занятия в школу, в лицей, в гимназии, и пусть вот этот вот потенциал, он не иссякает, наоборот, увеличивается. Мы бы, если было время, еще много о чем поговорили, но спасибо за беседу, за такой утренний экскурс в лето, но и с теплыми воспоминаниями об учебном процессе, о творческом процессе и о том, как может преподаватель со своими учащимися интересно познавать тот предмет, и интересно жить, и развиваться, и раскрываться. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Спасибо. Но я хочу напомнить нашим телезрителям, что вместе с нами этим добрым утром были жители села Кирсово, юная жительница села Вулканешты, о Татьяне говорю. Ну, а если точнее сказать, вместе с нами была Виктория Викторовна Федотова, учитель истории, преподаватель еще гражданского воспитания в селе Кирсово, в лицее имени Михаила Тузлова и в селе Кангас, в молодотурецком лицее имени Сулеймана Демиреля. Вместе с нами была Татьяна Кондратова, ученица 11 класса молодотурецкого лицея, Ульяна Ковалева, 10 класс, и Ковалова. И Элина Ковалова, 5 класс, лицей имени Михаила Тузлова. Ура! Вот на таком позитиве мы провожаем наших гостей. Спасибо за участие. Всем хорошего дня желаю и чудесных каникул. Спасибо большое. Ну, а программа продолжается.